Сегодня я вам хочу продемонстрировать, как готовится одно из старых блюд, будем так говорить, остинское блюдо, которому больше 200 лет. Это кадур, в переводе фасолевый суп. Наши ингредиенты, это основной ингредиент, это фасоль, копченое мясо, картошка, морковка, лук и обязательно вот эта приправа. Она называется по-остински джечин, а так это чебрец, лавровый лист и перец. Ну что, начнем? Так как фасоль долго варится, я предлагаю начать с того, что мы сейчас с вами разожгем костер, закинем фасоль. Пока она будет вариться, мы с вами будем в процессе нарезать и подготавливать все наши ингредиенты. Все блюда, которые готовятся на костре, получаются намного вкуснее. Они пропитываются нежным ароматом костра, и дыма. Первое, что мы делаем, берем фасоль и закидываем его в холодную воду. Не в горячую, а в холодную воду. Тоже очень важно. В нашей семье готовили, но я его не ел раньше. Я его не ел, не готовил. А потом как-то лет, наверное, 7 назад прочитал стихотворение Костра. Там такое стихотворение, я о нем слышал много раз, когда я его сам прочитал, оно мне впало в душу и заставило расчувствоваться. Это очень такое трогательное стихотворение, когда мать в семье, дети голодные, они собрались все возле очага, и она в котел закинула мелкие камушки и мешает. И создается звук, как будто там фасоль. И детей успокаивал. Вот, еще не сварилось, потерпите, детки, скоро сварится фасоль и покушайте. На самом деле, это были камушки. Она тем самым просто оттягивала время, надежда на то, что дети уснут. Меня это зацепило, и после этого я сам попробовал и сам начал уже готовить это блюдо. И с каждым разом экспериментировал то одно, то другое, но вот именно старинный рецепт, вот как он есть, о котором мне бабушка моя рассказывала, лучше него и вкуснее него не получается. Если там, допустим, какие-то современные приправы, там, будем так говорить, или еще какие-то технологии буду использовать, то все равно так не получается, именно так, как его мне объясняла моя бабушка. Для начала берем мясо и нарезаем его, потому что мы целиком кусок не положим. Порционные куски. Кадур можно назвать повседневным семейным блюдом. Его можно готовить и пожиже. Это уже на любителя. Можно сделать погуще. Можно фасоль переварить. Да, и тогда оно очень так густое получается. Это уже на вкус. Каждый как хочет, то как привык. Я его готовлю в среднем. То есть и не густой, и не жидкий. Особенно вкусно бывает, когда молодая фасоль. Можно просто без мяса его приготовить. Можно и сушеное мясо тоже добавлять. Свежее мясо никогда не добавлять. Или копченое, или вообще без мяса. Я люблю готовить. Когда я готовлю, я от этого получаю удовольствие. Не знаю, я не понимаю тех людей, которые говорят, приготовить, там, это сложно, трудно. Нет, надо просто готовить, наверное, подходить к этому с любовью. И тогда это будет удовольствие. Очень люблю готовить на природе. Выехать с друзьями и получаю удовольствие, когда нравится. Картошка нарезается мелкими кубиками. Морковка нарезается мелко, так как мы ее будем обжаривать вместе с луком. Перец закидываем раньше, так как он сушеный, чтобы он у нас успел хорошенько размякнуть, пропариться. Любое кавказское блюдо не обходится без зелени, придает особый вкус. В нашем случае
в это блюдо будем добавлять укроп, кинза, что придает тоже аромат особый. Все, и это будет ждать своего часа, когда будем добавлять. Чистота горных вершин. Берем картофель, ссыпаем картофель. И сразу же можно мясо закладывать. Основной вкусовой ингредиент – это копченые ребрышки. Сейчас они немножко у нас поварятся. Затем мы добавим специи. И потом еще один штрих. Мы обжарим лук и морковку. И туда добавим чеснок. После того, как мы сделали поджарку, мы это все аккуратненько, чтобы не обжечься, добавляем сюда. А вот сейчас мы добавляем тот самый ингредиент. Его добавляют, я думаю, только в Осетии, когда готовят такое блюдо. Это у нас специи в сушеном виде, называется джечин. Вот мы его накрываем и даем ему буквально 5 минут настояться. Наше блюдо под названием кадур готово. И сейчас будем пробовать. Для тех, кто любит остренькое, можно положить такой перец. Он тоже очень ароматный и очень острый. Кадур готов. Приятного аппетита!